Последняя сессия в уходящем году предновогодняя, а потому не обходится без сюрпризов. Депутаты подключились к всероссийской акции «Елка желаний». Шары с мечтами украсили парламентскую ель. 2023 года участвуем во всероссийской акции «Елка желаний». Она введена или проводится нашим Росмолодежью, комитетом по делам молодежи России, и направлена на то, чтобы детям из многодетных семей, иных семей, которые испытывают материальные трудности, сделать новогодний праздник таким, каким он должен быть. Мы все родом из детства и знаем, что дети в преддверии Нового года ожидают каких-то чудес. Желание в шарах от детей республики и города Ровеньки Луганской Народной Республики. Несмотря на расстояние, все мечты исполнятся вовремя, а желания очень разные, от игрушек до музыкальных инструментов. Софья, Республика Коми, Верхняя Максаковка, 7 лет, ваш взял. Мечтает о тюбинге, и еще мечтателей. Тюбинг – это ватрушка. Еще мечтателей один. Ну, то есть, я так понимаю, два мечтателя, да? Два ребенка. Все замечательно. Я думаю, сегодня Софья может четко знать, что Дед Мороз обязательно исполнит ее желание в новогодний праздник, и все новогодние каникулы она будет кататься на тюбинге. Мария, Луганская Народная Республика, 11 лет. Мечтает о подарке-сюрпризе. Ну что, мечты должны сбываться, тем более детские мечты. И праздник Новый год для Марии из Луганской Республики, он должен состояться. Егор мечтает о микроскопе. Где их берут? Будем стараться. Нина, город Сыктывкар, 10 лет, мечтает о цимбалах. Мне бы еще узнать, что такое цимбал. Цимбалы обязательно найдут, и Нина получит свой долгожданный подарок. Поддержка талантами молодежи и выявление юных дарований – это национальный приоритет. Вот и сегодня золотых медалистов молодежных арктических дельфийских игр чествовали в парламенте. Благодарственные письма получили юные музыканты и деятели искусств. Для преподавателей очень важно, потому что мы можем показать, на что способны наши дети. Наши дети действительно необыкновенные дети. Они и одаренные, они трудолюбивые, они очень разносторонние. И возможность показать их и посмотреть на других детей, других районов, других городов России, это тоже очень сильно важно. Нужно как-то держать планку, всегда нужно поднимать ее. И такого рода мероприятия, я вот лично всегда в них участвую. Я считаю, что это очень важно для дальнейшего творческого роста. Готовиться к конкурсу было достаточно трудно. Я занимался каждый день, разбирал программу летом, в выходные играл также. Зарождаются такие юные дарования в семье при поддержке близких, но для многих занятия в кружках и секциях финансово непосильны, а тем более, когда речь идет о необходимых музыкальных инструментах или спорт-инвентаре. Суммы огромные. Республика решила поддержать родителей. Депутаты по поручению главы расширили возможности использования мат-капитала. Сейчас вводится норма, которая позволит родителям тратить этот оригинальный семейный капитал на средства обучения для детей. Ну, мы знаем, что детки у нас сейчас достаточно активно обучаются, дополнительное обучение, поэтому это возможность купить спортивный инвентарь, он иногда очень дорогой, музыкальные инструменты, компьютер и так далее. Наше здоровье в руках медиков. Республика продолжит решать кадровый дефицит, особенно в глубинках. Парламентарии сегодня утвердили новый пакет социальной поддержки для сельских медиков. Мы понимаем, что у нас есть острая проблема с медицинскими кадрами на селе. Устанавливаем новые меры поддержки. Это 1 миллион рублей единовременная выплата и ежемесячно 38 тысяч, вернее 38 тысяч рублей, значит, тем молодым специалистам, фельдшерам, которые изъявили желание поехать на село, работать там. Это тоже поможет решить проблему с медицинскими кадрами, которая достаточно остра в Республике Коми.
Год финансовый предстоит сложный, но республика совместными усилиями правительства и депутатского корпуса продолжит социально ориентированную политику. По самым востребованным направлениям – это здравоохранение, сельское хозяйство и образование – расходы существенно проиндексированы, а в течение года при необходимости суммы могут быть еще скорректированы. Татьяна Супряткина, Алексей Пашуков, телеканал Юрган.